Из истории известно, что вплоть до конца XVI века большая часть Башкирии входила в состав Ногайской Орды, могущественного государства кочевников Ногаев, некогда контролировавших огромную территорию от Крыма до Сибири. Об их пребывании на Южном Урале красноречиво говорят многочисленные топонимы, легенды и предания, эпические сказания. Какой след оставило ногайское владычество в истории башкирского и других тюркских народов? Как складывались взаимоотношения между ними и как живут современные ногайцы? 200-летнее владычество Ногайской Орды повлияло не только на политическое, экономическое и социальное развитие народов, входивших в ее состав или имевших с ней определенные отношения, но и оказало известное воздействие на их этнический облик. В этом отношении показателен пример Башкортостана. Башкиро-ногайский симбиоз представлял собой очень интересное, хотя до конца не изученное историческое явление. В 40-х годах XVIII века, когда Башкортостан был окончательно интегрирован в административную структуру Российской империи, появились первые экскурсы в историю башкирского народа, составленные русскими историками, чиновниками и путешественниками. В своей книге «Топография Оренбургской губернии» историк Петр Рычков пишет: один из знатнейших башкирских старшин, Алдар, объявил, якобы башкирский народ истори был один с ногайцами. Находясь в структуре Ногайской Орды, башкиры составляли вместе с ногаями единый народ, который находился в рамках этого государственного образования. Хотя этнически, безусловно, башкиры себя никогда не смешивали с ногаями. Но как данники Ногайской Орды, они рассматривали себя как политоним, то есть общее население этого государства. По некоторым косвенным данным, они вместе с ногаями участвовали в боевых действиях, у них существовали определенные обязательства в отношении наместника Ногайской Орды, который, как я уже сказал, находился в Уфе. То есть они были настоящими подданными ногайского правителя. Мало того, некоторые авторы интерпретировали этноним «башкорт» как ногайское прозвище «башкир». В 1740 году близ Оренбурга состоялась массовая казнь башкир-повстанцев, перед которой им была зачитана речь следующего содержания: «Жили вы всегда, последуя воровскому своему башкирскому названию Башкур, что называется главный вор, и сие имя придано вам ругательно от ногайцев, откочевавших в степи во время владения сибирских и казанских ханов, ибо сии башкирцы, будучи с ногайцами, с онами за яик не пошли». Конечно, выше приведенная версия является не более чем народным осмыслением этнонима «башкорт», который, надо сказать, имеет очень древнюю историю. О башкирах впервые упоминает китайская хроника Суйшу, написанная в 636 году. Арабские путешественники Салам Тарджиман, а также Ахмед ибн Фадлан пишут о них в IX-X веках соответственно. Таким образом, этническое ядро современных башкир сформировалось задолго до монгольского нашествия. Однако в период Ногайской Орды к этническому ядру древней башкирской народности присоединились многочисленные роды, составлявшие кочевое тюрко-монгольское население улуса Джучи. Начался новый виток этногенеза, приведший к сложению современных башкир. И надо думать, что первые заметно отличались от вторых. Именно этот золотоордынский этнический компонент роднит многие современные народы – казахов, ногайцев, крымских татар, узбеков, каракалпаков и башкир. Именно это родство, а также факт политического единства в рамках единого государственного образования породили у башкир ощущение единства с ногайцами. Большая часть современной Башкирии входила в ногайские владения. Судя по тем источникам, которые мне известны, ногайские правители образовали на территории Башкирии, на Южном Урале, особое наместничество, правителям которых назначали или своих близких родственников, или царевичей из рода Чингисхана. Бей Ногайской Орды
самого мощного постордынского государства, взяли в свои руки право назначения правителей в соседние чингизидские ханства – Казанское, Сибирское, Узбекское и Казахское. Башкортостан, имевший известную автономию в рамках отдельного наместничества, был важным звеном в порядке прохождения царевичей чингизидов по этажам властной вертикали. Так вот, Башкирия предназначалась как своеобразный тренировочный полигон для того, чтобы набрать административный опыт, практику этим молодым царевичам. Вот эти будущие ханы назначались нагаями наместниками Башкирии. Ну и когда они там уже обучались управлять, тогда их ставили, нагаи их ставили с ханами вот в соответствующее соседнее ханство. Нагайские беи были настолько могущественны, что при дворе каждого чингизидского ханства одним из карачи-беков или министров обязательно был представитель Нагайской Орды. Например, в первой половине XVI века главой казанского правительства был князь Чура-Нарыков. Чура-Нарыков – карачи-бек Казанского ханства, бей рода Тама, входившего в нагайское объединение Джете-Уру – 7 племен. Впоследствии данная группировка была разделена между казахами младшего жуза и башкирами, юго-восточная часть которых вплоть до 20 века именовалась Ете-Уру. Чура является героем нагайского эпоса «Чура-Батыр». Его потомки после падения Казани переселились в Башкирию. Таким образом, нагайские правители, которых персидские авторы окрестили хакимами Дэшты и Кыпчака, в той или иной степени контролировали почти всю территорию бывшей Золотой Орды. Нагайский период истории оставил не только свой след в топонимии Башкортостана, но и в его духовной культуре. Сказания Идукай и Мурадым, Мамай, Таргын-Батыр, Чура-Батыр, 40 нагайских батыров стали частью эпического наследия башкирского народа, что, впрочем, неудивительно, ведь их принесли выходцы из Нагайской Орды. Согласно башкирским и казахским преданиям, сын князя Едигея Нур-ад-Дин был похоронен в Башкирии, в разных частях которой и поныне местные жители покажут вам могилу батыра Мурадыма. Нур-ад-Дин – сын Беглербека Едигея, основателя мангытского юрта, на основе которого возникла Нагайская Орда. В XVI веке его имя превратилось в титул Нурадын, который давался правителю левого крыла Нагайской Орды. В башкирском фольклоре данный титул трансформировался в имя Мурадым. Нагайский эпос Едигей в разных вариациях имеется и у башкир, и у казахов, и у крымцев, и каракалпаков, то есть у тех народов, которые, если так можно выразиться, разделили наследство Нагайской Орды. Что касается татарского варианта сказания, то он не имеет никакого отношения к Казанскому краю. Он был записан фольклористом Наки Исанбетом в Абзелиловском районе Башкортостана, то есть на территории проживания представителей башкирского рода Тамьян, обычно отождествляемого с нагайским родом Тама. В башкирском сказании Чура-Батыр есть строки: «Если кречету белому подобен я, если горы Урала родина моя, если совру, пусть растет бурьян на могиле отца, что из рода Тамьян. Если спросите меня, кто я сын Нарыка, Батыр Чура». Если князь Едигей основал мангытский юрт, то его внук Муса считается подлинным основоположником Нагайской Орды. Он прочно обосновался на башкирских землях. В башкирском сказании «Мамай» нагайский мурза шейх Мамай говорит: «У истоков Идели гора Иремель, то отца моего Мусы колыбель, у истоков Яика дремучий есть лес, там на летних кочевьях бывал мой отец. Биштамак и Кизил и Ойсюк всюду там, каждый год мой отец Муса зимовал». В нагайской версии того же самого Дастана окрестности горы Иремель также упоминаются как место стойбища Мусы-бея. В этот период нагайцы и башкиры вместе ходили в лихие набеги на соседние страны. К середине XVI века Нагайская Орда вступила в полосу тяжелейшего политического кризиса, связанного с внутренними и внешнеполитическими проблемами, с которыми тогдашний ее правитель Исмаил-бей не сумел справиться и привел собственное государство к полному краху. Все это уже относится к области истории.
Однако как живут современные нагайцы, потомки великих завоевателей? Разбросанные по территории нескольких регионов России, нагайцы долгое время были разобщены и не имели друг с другом налаженных коммуникаций. Это очень мешало не только сохранению своей культуры, но даже национальной идентичности. К примеру, в советское время существование астраханских нагайцев категорически отрицалось. Всех их записывали в мифические астраханские татары. Категорически, что ли, запрещал даже айтпаға біз ноғай деп. Біз коренной ноғайлар деп аталамыз. Программа бойынша, мектептің программа бойынша, бізді татар тілін оқытуға есебем. Неге десең, біздің ноғай населениесі саны бойынша біз аз халық деп саналамыз. Соның үшін бізді де татарша оқытып, и паспортный данный Хрущев мезгілде әлі развитие социализм жоқ қой мезгілде, бізді как татар деп есептеген. Теперь почти все нагайцы твердо осознают себя таковыми и ставят перед собой цели консолидации, как в этническом плане, так и в политическом. Потом начали узнавать, что да, действительно мы ноғайлар. Вот это у нас началось. Вот как-то объединение. Началось создаваться нагайское общество. Сначала на территории района Дослак, потом уже в области. У нагайцев России, в частности, идет процесс формирования единого нагайского самосознания. То есть благодаря современным информационным процессам, благодаря общенагайским мероприятиям, в общем-то, мы все больше и больше себя ощущаем как единое целое, как единое историческое целое, которое когда-то было и формировалось в рамках Нагайской Орды. Нагайцы в России живут в таких регионах, как Астраханская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Ставропольский край. После взятия русскими войсками Астрахани близ города начинают селиться нагайцы. Постепенно они становятся оседлыми земледельцами. В русских документах их именуют юртовскими татарами. В силу того, что они жили вокруг города Астрахани, они довольно, где-то примерно с середины 19 века подпадают под сильное влияние в культурном отношении средневорских татар. И в современности, в частности, представители ютовской части, ютовских нагайских татар, теперь как принято обозначать, да, то есть они больше тяготеют к татарскому национально-культурному движению. В их школах преподается татарский литературный язык, но себя на бытовом уровне они называют нугай. Ныне астраханских татар, а на самом деле астраханских нагайцев, насчитывается 60 тысяч человек. И число лиц, идентифицирующих себя с нагайцами, растет из года в год. Здесь приходится различать даже статистически, у меня есть данные, тех, кто происходит от нагайцев, тех, кто говорит на нагайском языке или его ощутимых диалектах, и тех, кто нагайцами себя считает. Число последних заметно возросло. Было 4 тысячи, стало 8 с лишним, если ввести поправочный коэффициент по переписи 2010 года. Но есть еще некоторый резерв тех, кто числится татарами и числит себя татарами. Благодаря усилиям научного сообщества Астрахани и лично этнографа Виктора Викторина, в Краеведческом музее города удалось создать экспозицию, посвященную материальной культуре нагайцев и так называемых юртовских татар. Одним из крупнейших сел последних является татарская Башмаковка. Мы находимся сейчас с вами в Астраханской области, в Приволжском районе, в селе Татарская Башмаковка. Местное название этого села – село Казан. Здесь, вот на берегу этой живописной реки одноименным именем Казань, находятся 3 села, в которых живут этнические, так называемые астраханские или юртовские татары, как их называют в литературе научной, и у которых до приблизительно середины прошлого века самоназвание было Нугайлар. В частности, у соседей наших, например, у туркмен, у казахов, все еще наш этнос называют Нугайлар. Рядом находятся 2 других села юртовских татар – Каргали и Майликуль.
Древнее кладбище наглядно говорит о том, что здесь погребены многие поколения юртовцев. На многих могильных камнях, как и на башкирских надгробиях, можно видеть родовые тамги, как свидетельство их нагайского происхождения. В селе Татарская Башмаковка есть улица Салавата Юлаева, а название местных магазинов неотличимо от уфимских. Татарская Башмаковка делится на 4 махалли, то есть общины: Базар-аул, Хужа-аул, Кунграт-аул и Кенегес-аул. 2 последних названия наглядно свидетельствуют, что в племенном отношении жители села относились к родам Кунграт и Кенегес. В соседнем селе Карагали или Харгалов было 2 четко выраженных родоплеменных махалля. Это Киритау, кириты, и Кумшакау, кипчаки, половцы. В частности, в Слободе Тияк, который находится сейчас на территории уже города Астрахани, встречается такое очень древнее название махалля, это Тукусугус. То есть это связано уже с центральноазиатскими уйгурами, тугузагузами, 9 агузов. Юртовцы во многом утратили свои изначальные этнические черты, несмотря на то, что влияние Казани не является аутентичным их собственной традиционной культуре. Отсутствие механизма ее поддержания на государственном уровне также не способствовало сохранению национальной идентичности астраханских нагайцев. Пользуясь этим, определенные лица, представляющие научные сообщества Татарстана, активно разыгрывают нагайскую карту. Дескать, нагайцы – это татары, следовательно, башкирские роды Минг, Табьян, Табын и другие, имевшие тесные отношения с Нагайской Ордой, также являются татарами. Эти, мягко говоря, наивные построения годятся разве что для совсем неискушенной публики. Взять, к примеру, опусы филолога Марселя Ахмедзянова, задающего тон в Академии наук Татарстана. О сути его абсурдных и переходящих грань дозволенного даже по критериям Уголовного кодекса публикаций можно судить уже по их названиям. «Башкортлы – мародеры». Это о том, как башкирские ученые Кузеев, Булгаков, Надыргулов якобы публиковали татарские шежере, а объявляли их башкирскими. Однако в них описывается прошлое известных башкирских родов Юрматы, Тамьян, Бурзян, Минг, Табын, Меркит, Байлар. Чтобы устранить это затруднение, Ахмедзянов объявляет их татарами. Интересно было бы узнать мнение самих башкир-бурзянцев или юрматынцев относительно этого заявления. Наглостью и беспардонностью сквозят и другие публикации названного в кавычках «ученого». Вот еще один заголовок. «Нагайская Орда. Историческое наследие татарского народа». Опять же, неплохо было бы спросить мнение самих нагайцев, считают ли они себя татарами. Ахмедзянов, Марсель Ахмедзянов, он доктор филологических наук, и, очевидно, для них это характерно перестраивание истории по современному положению вещей. Но для XVI века, например, этноним татарин характерен только для служилой элиты бывшей Золотой Орды. Такого народа не существовало в XVI веке, как этноса. И если говорили, например, использовали татары, например, в XVII веке, то этот термин то же самое имел сословный характер. И это можно судить по населению Казанского уезда, который назывался Казанская Чуваша, например. Податное население, которое через столетие-полтора будет называться казанскими татарами. То есть изменилось значение этнонима татары. И объявлять, например, нагайцев, то есть этнос, который уже был в сложившемся состоянии в середине XVI века, это, в общем-то, очень большое заблуждение. Центром зарождения нагайского движения Астраханской области в 80-х годах прошлого столетия стало село Сеитовка. Однако в связи со строительством газового комплекса его население было переселено в Растопуловку. Хотя на новом месте условия жизни стали лучше, старшее поколение местных нагайцев все же тянет на родину. Соң үшін біз Растолповка ауылына тура келді бізге көшпеге. Бүтін халқымыз бен, еліміміз бен. Біз тек бір Ситлер ауылына көшкеніміз. Ситлер ауылынан Растолповка көшті. Яссакан ауылынан Куянны, Айсапай, Ланчук, Белячины, Брянский, бары да ноғай халық тұрған ауылдар.
А это село Джанай, в котором, как и в Сеитовке и в Ростопуловке, проживает этнографическая группа нагайцев, именуемая карагашами. Идет урок нагайского языка, хотя совсем недавно здесь преподавали лишь казанско-татарский. Менің атым Алсу, мен Ясипаканда тұрам, 7-ші класста оқимын. В девичьем танце, исполненном школьницами села Сеитовка, чувствуется кавказское влияние. Лишенные собственной государственности в виде национальной автономии, нагайцы многое утратили из своей культуры. Многое, но не все. Волнующие звуки домбры по-прежнему рождают образы вольных кочевников, повелевавших некогда всей степью от Крыма до Иртыша. Думается, что именно степная домбра не даст нагайцам забыть, кем они являются на самом деле. Все считали, что татары. И вот даже вот население русское, я сейчас живу с соседями, они вот все говорят, наши татары и все. А мы, нагайцы, для них вообще никто. Вот такое понятие. Это вот сейчас потихоньку началось. Вот такое понятие. И вот это, конечно, перестройка хорошо уже. Ну, у нас как-то вот наши заставляли учиться по-татарски. Я вот мне до сих пор запомнился это. Прямо что делать, это замечание нашей учительницы, там начальный класс, Табиата. Мы говорим там по-своему, да, по-нагански. Сіз немында жалпақ ноғай тілінен сөйлейсіңіз. Керек нечке әдебиет тілі білен сөйлерге. Чтобы решить проблему, нужно в первую очередь оценить ее масштаб. Сегодняшняя нагайская молодежь вполне ее осознает. Ее уже вряд ли устроит положение бедного родственника Казани, а тем более роль казанской сироты. Общенагайское самосознание ныне все громче заявляет о себе. Особенно сильно это чувствуется в Нефтекумском районе Ставропольского края, где проживает вторая по численности группа нагайского народа. Ыруым Айман, Мойнапа, туғам Қараноғайда. Келген қонақтарға мен бек сүйінемін. Келген біздің ағалы бір туған халқымыз Башқұртстаннан келгендер. Біз бір халықпыз. Астраханда жашайтынларынан да, Кавказда жашайтын халықтарынан да, ноғайлар бір жерде жашамайдылар. Жашаймыз көп жерде, Қараноғайда, Астраханда, Қобанда, Қырымда, Түркияда, Қазақстанда. ДНК-анализ показывает, что дагестанские нагайцы имеют такие же генетические маркеры, что и юго-восточные башкиры. Этот факт заставляет предполагать, что вместе с нагайцами Южный Урал покинуло большое число башкир. Наиболее превалирующей гаплогруппой для нагайцев является R1A, М198, R1B, М73, N1C, С3 в том числе. Это наиболее характерные для степной Евразии гаплогруппа. То есть этот спектр групп характерен как для башкир, как для казахов, для каракалпаков. Но и, естественно, по этому спектру мы можем говорить о том, что башкиры и нагайцы – это на генетическом уровне одни из наиболее близких друг к другу народов. Нагайцы Ставропольского края сохранили память о своем прошлом, о своем племенном делении. Здесь их насчитывается 22 тысячи человек. Одним из крупнейших нагайских сел края является Тукуй-Мектеп. В нем проживает 2500 человек. Это представители рода Кос-Тамгалы, который есть и у казахов, рода Канглы, который имеет общетюркское значение, а также рода Бадрак. В Бураевском и Дюртюлинском районах Башкортостана есть села, носящие такое же название. Бұрыннан ноғайларда фамилия деген зат болмаған. Фамилия это для нагайцев ничего не значит. Фамилию нам дал советская власть. А бізде сұрайтамын, сен кім? Мен Қаңлы дейді, мен Бұдырақ дейді. Атасының атын айтады. Зат еткен заманда, советская власть келген заманда, Қобан ноғайлар. Карача черке. Олар өзлерінің тұқымының атын фамилия етіп алғанlar. Найманлар бар, керейтлер бар оларда.
Onun son Копайлар бар, ну, олар название своих родов взяли фамилиями. Ояқтың қобан ноғайлар тамғаларын біледілер. Біледілер. Руын білмесе де тамғасын біледі. Затын, знак, тамға. Трагическая судьба Ногайской Орды не могла не отразиться на судьбе ее народа. Разбросанные по территории Крыма, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, они не имели возможностей для национальной консолидации. В результате ногайцы по решению комиссариата по делам национальности обучались на языках других народов – татарском, кумыкском, казахском, хотя каждый народ должен изучать свой, собственный язык. Особенностью развития ногайского населения в Астраханской области в советское время стало то, что все группы астраханских ногайцев, начиная с переписи 20-х годов, были причислены к татарам. И практически в советское время проводится политика татаризации астраханских ногайцев, вводится по всех школах, где жили ногайцы, татарский литературный язык. Наблюдается татаризация в культуре, связанная с песенной традицией, фольклорной традицией и так далее. То есть этот процесс интегрировал нижневолжских ногайцев с представителями средневолжских татар. Разобщенность является корнем всех зол. Ее нынешние ногайцы успешно преодолевают. И хотя свой родной язык они изучают пока факультативно, что уже является достижением, хочется надеяться, что когда-нибудь неотъемлемое право ногайского народа на самоопределение и развитие собственной культуры будет реализовано. Ногайский период для многих народов был сложным и неоднозначным. Так или иначе, он оставил глубокий след в их истории. О нем можно говорить много и долго, применительно к Башкортостану и Казахстану, Крыму и Сибири, Северному Кавказу и Поволжью. География красноречиво говорит о масштабах ногайской проблематики. Ногайское наследство для одних стало причиной обращения к истории, для других – связующей нитью родства, а для третьих – поводом для спекуляций. Как говорится, каждому свое.